Selamünaleyküm hürmetli misafirler, hoş sefaha geldiniz. Vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün bizlerle Kenya'da misafirçi Alem Etna restoranı karşıladı. Hepinizden selamlarımız ve elbette online şeklinde bizlerini seyretken seyircilerimizi de selamlarımız. Vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Bizlerle PTV kanalında ve içtimai ağlarımızda seyredebilirsiniz. Ve herkesle belli olan gibi bugün bizde misafir olarak gerçekten de unikal bir insan. Bu insan hakkında saatlerle laf etmek mümkün. O hem ressam, hem etnograf, hem tetkikatçı, dizayner, sanatşınas ve daha çok devam etmek mümkün. Lakin en esası unikal bir insan. Mahmut Ağa Çurlu sayılı dostlar. Alkışlar. Çok sağ olun. Mahmut Ağa çok sağ olunuz bizlerden olğanınız için. Subetimizden evvel kichkine levhani seyretmege teklif ettim. Sonra ise subetimizni başlarımız. Дорогие друзья, дорогие гости, дорогие мои ученики, дорогие мои близкие и родные, спасибо вам, что вы сегодня здесь, с нами. Я надеюсь, что в этой теплой дружеской обстановке все пройдет как нужно. Вы зададите интересующие вас вопросы. Я постараюсь на все вопросы ответить. После короткого сюжета, Mahmut Ağa. Давайте посмотрим. Когда начинаешь говорить об этом художнике, то чаще всего приходится повторять слово «впервые». И еще появляется опаска, что можешь пропустить что-то важное из всего того, чем он занимается. Живописец, керамист, мастер ковроткачества, искусствовед, музыковед, дизайнер, педагог, этнограф. И все это об одном человеке – Мамуте Чурлу. Я не мечтаю ни о чем, я делаю и радуюсь, что у меня все получается, то, что я делаю. То, о чем я мечтал быть художником, я им стал. И я занимаюсь интереснейшими проектами, работами, которые мне удается как бы успешно реализовать. И это самое большое там счастье. То есть я счастливый человек. Мамут Чурлу родился 1 марта 1946 года в Фергане. В 1970 году он окончил Новосибирскую консерваторию по специальности музыковед, а через 10 лет, окончив Ферганское училище искусств по специальности художник-оформитель, уже твердо знал, что будет художником. И не только. Здесь, в Фергане, работая с гобеленами в художественном фонде, он начал собирать материалы по, казалось бы, потерянному в депортации виду народного искусства крымских татар – ткачеству килимов. С этого и началась кропотливая и многолетняя работа по сбору, изучению и восстановлению традиционного крымско-татарского орнамента. Благодаря Мамуту Чурлу он теперь используется в живописи, вышивке, ткачестве, керамике, резьбе по дереву, графической росписи. Он и автор нескольких книг по крымско-татарской орнаменталистике, человек, который знает все о символизме и художественной системе знаков старинного крымско-татарского декоративно-прикладного искусства. Анализируя сами рисунки, сами произведения, и они сами стали говорить о себе, что основная тема наших орнаментов – это продолжение рода и его защита. То есть существует целая группа защитных знаков. И получается, что вот это орнамент мы откуда берем? С вышивок. Откуда берем? С килимов. Заслуженный художник Украины Мамут Чурлу – один из инициаторов создания Крымско-татарской национальной галереи, ставшей затем музеем крымско-татарского искусства. В то же самое время с другими мастерами он основал Ассоциацию крымско-татарских художников. Позже по его инициативе была создана творческая группа «Чатырдах», объединяющая молодых талантливых крымских мастеров.
Все это преследовало цель возрождения самобытной и уникальной культуры нашего народа. Разница между народами начинает стираться. И вот очень важно сохранить свою идентичность. Кто ты такой вообще? Кто ты родом? Не только вот, что твои папа, мама крымские татары, да? Один с одного села, другой с другого города. А чем мы отличаемся? Чем мы отличаемся от других людей? Мы отличаемся культурой. Мы в этом плане богатейший народ, мы очень богаты. Это богатство сделать достоянием каждого, достоянием нашего народа. Но главным делом своей жизни Мамут Ага считает свой авторский проект «Крымский стиль», где он объединил и курирует крымских мастеров декоративно-прикладного искусства. В рамках этого проекта организовано несколько десятков выставок, и не только в Крыму. С произведениями, выполненными в традиционном крымско-татарском стиле, познакомились Киев, Москва, их показали во Франции, Турции, Польше. Я думаю, что самый значимый проект – это проект «Крымский стиль», когда мы с 2005 года начали пропагандировать нашу культуру, наше декоративное искусство, наших мастеров по всей Украине в то время, в Крыму. За это время, вот нашему проекту уже 15 лет, мы в крупнейших городах Украины сделали выставки, провели очень масштабные такие, то есть познакомились с нашей культурой, наших людей другой национальности. Мамут Чурлу – талантливый педагог. Он обучил десятки людей, которые работают сейчас в таких материалах и техниках, как вышивка, керамика, резьба по дереву, декоративная роспись по бумаге, стеклу, фарфору, с изделиями из металла, войлока и текстиля. Десятки знаменитых теперь мастеров считают его своим учителем, наставником и путеводной звездой. Знакомство с Мамут Ага было для меня очень знаковым таким событием, потому что это поменяло мое представление о живописи. Вот это вот необычное восприятие пейзажа, не традиционное, как мы привыкли, а через орнамент, через декоративную такую, через декоративный ход. Это было очень интересно и заставило меня по-другому мыслить и вообще смотреть на мир тоже по-другому. Встреча с Мамут Ага, она явилась такой судьбоносной. Я очень интересовалась войлоком, и Мамут Ага дал правильное направление, как использовать свои навыки в рамках нашей культуры. Идей много, и с его помощью мы будем воплощать это все в жизнь. Самое главное то, что он провел сам большую исследовательскую работу, именно знаковую систему крымско-татарского орнамента смог расшифровать и нас этому обучить, чтобы мы создавали композиции более осознанно. Благодаря знаниям, которые передал мне Мамут Ага, я могу спокойно составлять свои орнаменты, на их основе делать очень интересные работы, вышивки, и закладывать туда очень много информации. И он делает очень большой вклад для сохранения нашей культуры, нашего искусства. Это бесценно. Он объединяет вокруг себя молодых, амбициозных, желающих повысить свой творческий и потенциал, и художественный уровень. Çok sağ olsun за то, что он делает. И я считаю, это большое счастье, что мне повезло встретить такого человека, как Мамут Ага. Позволил достаточно короткий срок поднять прикладное искусство на довольно высокий уровень, который на сегодняшний день может конкурировать на мировом уровне. Но и сами ученики, которых он научил говорить на одном крымско-татарском языке искусства, предмет гордости Мамута Чурлу. Я получаю гордость и удовлетворение в том, что они на высоком художественном уровне, на высоком ремесленном уровне производят аутентичную продукцию, как традиционную, так и современную. Позади у Мамута Чурлу сотни картин, десятилетия исследовательской работы и передачи своего уникального опыта. Но глаза и руки по-прежнему ищут новое. И он, как всегда,
полон сил, энергии и новых идей. Продолжать наш проект, продолжать работу с моими учениками, продолжать работу в области этнографии. Сейчас я работаю над 3-м томом сборника «Традиционная культура крымских татар». И есть у меня идея, я пока к ней не прикоснулся, создать учебник по крымско-татарскому орнаменту. Сегодня современное крымско-татарское искусство, как и возрождение его старинных традиционных техник, невозможно представить без Мамута Чурлу. Но его неуемный творческий характер, вечный поиск нового и неизведанного, вдохновение и талант пригодятся и тем, кого уже ждет завтрашний день. İşte bu istidatlı, Allah'tan berilgen istidatlı insan bugün bizden beraberlikte. Sübet devamında sizler de saygılı dostlar, rahat öz suallarınızı çekinmeden seslendirebilirsiniz. Мамут аға cevap vermege endi hazır. Мамут аға, вот мы слышали много хороших, теплых слов от ваших учеников. А что вы чувствуете, когда вот смотрите на их работы? Ну, я чувствую ощущение счастья, что я как бы, когда видишь результат своей деятельности, своего труда, который воплощается в талантливых людях, людях позитивных, людях, которые любят свое дело, и каждый в своей области воплощает те знания, которые меня получили. Вы говорите о том, что нам важно сохранить свою идентичность, и вы работаете над этим. Насколько это удается сегодня? Ну, я думаю, что нам удалось то, что я не вижу у окружающих народов. Потому что у нас как бы ситуация, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть все вот эти носители информации, они все исчезли в этой депортации. Вот. Последняя, которую мы знали, рисовальщица орнаментов Адавия Эфендиева, которая создала около 800 орнаментов для артелей крымско-татарской вышивки в 30-е годы, она умерла в поезде за 20 километров до Самарканда. Все, вот все, что мы знаем. Остальных, в каждом селе их было не одна и не две, мы не знаем о них ничего. То есть случайно так получилось, что осталась одна. Это Зулейха Бекирова, это племянница этой Адавии Эфендиевой. Она в Москве училась, ее как победительницу конкурса вышивальщиц в 30-е годы послали учиться в Москву. И она там выучилась, получила прекрасное высшее образование у самых знаменитых педагогов того времени. Она там осталась, стала работать, преподавать в училищах прикладного искусства, создавать эскизы там, прикладных декоративных произведений. И в 90-м году мы с ней встретились. Это была счастливая встреча в Москве. И когда я понял, что мы сможем восстановить свою вышивку. Потому что такая этнограф замечательная Полина Яковлевна Чепурина, она написала целую книгу про вышивку крымских татар, но там не было, не был обозначен главный прием вот этой вышивки. Никто же не думал, что будет депортация, все это вот изникнет, никто вперед такого не предполагал. Вот. И Зулейха Бекирова обучила группу наших женщин в 90-м году. Это Координационный центр по возрождению крымско-татарской культуры. Он организовал эти курсы, 12 женщин обучились, из них одна за это душой зацепилась, Эльвира Усманова, наша лучшая вышивальщица. Вот. И она сумела задать самый важный вопрос.
она спросила, а что обозначают эти орнаменты? Не как они называются, потому что вот все этнографы, в чем их беда, там в Украине, в России, они едут по селам и спрашивают, а как называется? Значит, ну, он говорит, это так называется. А в другом селе говорит, а это так называется. А в третьем селе еще как-то называется. И как-то понять, а что оно обозначает, совершенно невозможно. А она задала правильный вопрос. И вот и 4 элемента, которые назвала Зулейха Бекирова, это гуль, роза, это знак женщины, лялея, тюльпан, знак мужчины, бадем, знак девушки, и харанфиль, знак человека, вышедшего из репродукционного возраста. То есть из этих 4 можно было сделать вывод уже самый главный, что вот все элементы орнамента, они имеют значение. Тема орнамента – это воспроизводство. То есть если имеет значение там пол, имеет значение, имеет отношение к воспроизводству или нет, значит речь идет о воспроизводстве. Вот это уже то, что дало направление моих поисков. Вот. Я занимался орнаментом, начиная даже еще до нулевых годов. У меня был большой опыт, я изучал искусство народов Средней Азии, как бы мой первое образование искусствоведа, оно мне помогало, значит, там навыки аналитические, навыки писать, значит, какие-то доклады, вот, и у меня был уже опыт. И когда я познакомился уже с крымско-татарским искусством, у меня уже был опыт общения с народным искусством разных народов Средней Азии. И у меня стоял вопрос. Ну, сначала я собирал, как и все этнографы, названия, и их фиксировал. То есть я писал статьи, вот в Хасивете есть статьи, там зафиксированы названия орнаментов килимного ткачества. Названия. Там целая таблица и все. А когда со временем уже, когда вот оттолкнувшись вот от этой информации Эльвиры Усмановой, когда получилось, что можно было восстановить всю систему знаков через параллели с культурами других народов, и когда сами орнаменты заговорили, то есть в контексте орнаментов, а орнаментов накопилось много, в свое время такая замечательная женщина Феодосии, Александра Михайловна Петрова, в начале 20 века она собрала 1000 орнаментов крымско-татарской вышивки только в Старокрымском районе. Только. Она делала копии, линейные копии этих орнаментов. Я их нашел. В историческом музее в Москве эта коллекция была сдана. После ее смерти занималась такая этнограф Спасская, которая передала потом этот музей. И мы с Эльдарчиком туда, в этот музей проникли, нам показали 3 папки по 100 орнаментов. Мы там зарисовали большое количество этих орнаментов. И вот этот материал самый древний, самый ценный. И орнаменты, именно эти орнаменты, они заговорили и как бы в своем контексте показали, что все вот эти параллели, все вот эти возможные значения этих знаков, они реальны, конкретны. И таким образом вот удалось этот язык восстановить. Вот здесь уже как бы в этом ролике была речь, что суть этого языка – это продолжение рода и его защита. И главное, в огромное количество знаков, накопленных тысячелетиями, это женские знаки и знаки обереги. И уже в последних своих исследованиях, вот там конференция в Казани была, когда там была выставка килимов, значит, там Чуваши, Мордвы, казанских татар, я смотрю, одни и те же орнаменты. Вот в Москве такая сотрудница Музея Востока издала книгу «Ткачество Крыма». Там наши кабрызы.
Вот. Она сделала таблицу, и оказалось, что вот эти орнаменты, они у многих народов существуют основные орнаменты, вот эти, начиная там с Греции, Испании, кончая Средней Азией там, и Алтаем. Вот. А я нашел эти орнаменты еще у североамериканских индейцев, значит, которые 20 тысяч лет назад перешли, как генетики говорят, на ту сторону. То есть вот эта вся система знаков, она очень древняя. Она присуща для женского искусства. Женщины делали, в первую очередь, на текстиле, который предназначался для свадьбы. Свадьба – это мероприятие для продолжения рода. Вот женская магия, я считаю, что это все магические знаки, символы, она была направлена на то, чтобы было побольше детей, и что это потомство надо защитить. И саму эту женщину защищать тоже надо, как производительница рода. Вот эти все знаки, они на эту тему. И я когда смотрю на там украинскую вышивку, там, или чувашскую вышивку, или там алтайскую, я вижу, читаю эти самые знаки. И у североамериканских индейцев то же самое. В килимах я вижу эти знаки и символы. Çok sağ olun, Мамут ага. Вы разбираетесь в узорах, стилях, символах прошлого, но вы еще и творец, художник. Каким мог бы быть будущий узор, как вы думаете, крымских татар? Мы создаем какие-то новые символы, отражающие сегодняшнюю нашу эпоху? Дело в том, что новые знаки и символы, отражающие современную эпоху, мы с нашими мастерами декоративного искусства создаем в живописных произведениях, которые мы производим на пленэрах. Живопись – это такой же язык, более широкий, более современный, который позволяет охватывать современные явления. А орнаментальное искусство, на мой взгляд, оно всегда было для того, чтобы сохранить вот эту систему магических знаков, символов и то значение, которое было для продолжения рода. Сегодня на планете стоит этот вопрос, потому что современная цивилизация, она приводит к тому, что население сокращается. Чем оно становится более там образованным, городским, значит, тем меньше. У наших бабушек и дедушек было по 10 детей. Сайгыл достар, сізлер де қосыла білесіңіз біздің субъектімізге, суал бермеге істесеңіз, еліңізді көтере білесіңіз, ве біздің ярдымчыларымыз сізге микрофонны берерлер. Возвращаясь к символическому словарю крымских татар, могли бы мы назвать какие-то примеры, которые нам точно сейчас не хватает в жизни? Вот в обрядах у нас точно есть такие тонкие намеки. Мы знаем, что обувь, повернутая к выходу, это прям спасение было для крымско-татарских девушек, которые не могли прямо сказать нет. Вот сегодня, когда сложно сказать нет, какие нам символы не хватает в жизни? Ну, таких символов я не знаю в орнаменте. Понимаете, это в обрядах оно проявляется, там, повернул ботинки, это проще. А знаки орнамента я уже тему обозначил. Она вечная, эта тема вечная просто. И я не вижу, чтобы она нуждалась в каких-то новых знаках, допустим. Хотелось бы поговорить про крымский стиль. Если со стороны смотреть на сообщество художников, то вот нам кажется, что лучше, чем какое-либо другое наше профессиональное сообщество, оно достигло не только такого внутрицехового понимания, но вы вокруг себя объединили молодые таланты. Это вот только такое внутригрупповое какое-то творческое сотрудничество, либо есть все-таки ревность в крымском стиле между мастерами? Дело в том, что любая группа, когда собирается, и там происходят там, тренинги, мастер-классы и там, пленэры, это всегда соревнования. Вот в этом смысл всех этих мероприятий, когда человек вырванный, во-первых, в первую очередь надо вырвать из бытовой системы, значит, то есть мы собираемся все в какой-то точке, где нет бытовых проблем. Вот на неделю, там на 10 дней человек приезжает, у него там дома какие-то заботы, у кого-то дети, у кого-то родители. Он отрывается, у него все время мы занимаемся с 8 часов до 10 вечера, мы работаем все. Напряженно. И создается конкурентная среда, где каждый старается выглядеть не хуже, чем другой. И это огромный стимул.
Потому что за 7-10 дней можно сделать то, что за 5 лет в институте людям не дают, значит, информацию. То, что это есть, но это очень позитивный такой момент. У нас есть, на мой взгляд, такая очень плохая тенденция. Мы часто говорим почему-то о своем прикладном искусстве в отрыве от мирового искусства. Если бы искали сходство, то на каких параллелях мы синхронизировались бы с миром? Ну, со всем миром я не скажу, а вот искусство Евразии, я уже только что об этом говорил, что вот эти вот орнаменты, эта система, я ее вижу, просматриваю, особенно вот в качестве, оно более ранний вид искусства, чем вышивка. Вот, ткацкие орнаменты, они почти идентичны у всех, основные элементы. А если говорить о современном искусстве, мы как-то интегрируемся в мировое искусство? Дело в том, что мы должны, наоборот, как интегрироваться. Мы вот свою систему застолбили, значит, в ЮНЕСКО, что это вот наша система. И мы не собираемся делать ее международной. Она наша национальная система. У каждого народа есть свое искусство, и дело их этнографов и искусствоведов создать такую систему. Я не вижу, чтобы где-то была внятная система. Она основана в основном на названиях этих элементов. А у нас это язык, которыми овладели основные наши мастера. Они должны были для ЮНЕСКО подтвердить, они все писали подтверждение, что они работают в этой системе, что они согласны, что эта система будет внесена в международный в нематериальное культурное наследие, список, да. Вот это очень важно для ЮНЕСКО. И для ЮНЕСКО важно, что это живая система. Не просто мы взяли что-то старое, значит, и вот это кому-то преподнесли, что у нас это когда-то было. Для них важно, что это есть, что оно живое. И они пишут, что это живая система, и она может изменяться, как любая живая система. Мамут-ага, в Крыму мы знаем, что за границей очень много ценителей настоящего высокого искусства. А в Крыму у нас как обстоят дела с этим? Ну, вот наш проект, которым мы занимаемся, это уже года 4-5. Я провожу пленеры, живописные пленеры с моими мастерами, с моими учениками, которые являются мастерами прикладного искусства. Они не живописцы, а мы занимаемся живописью, декоративной живописью. Я их обучаю делать современные работы. И таким образом мы внедряемся в нашу современную жизнь. Вот эти отели, в которых мы проводим эти пленеры, они в качестве оплаты за проживание и питание, они отбирают по одной лучшей работы и оформляют свои интерьеры. Плюс некоторые ательеры еще несут в свой дом. Вот. Для нас очень важно, чтобы современное искусство попало в дом крымского татарина. Для этого он должен в этом разбираться. Потому что я говорил, что мы живем в стране, в которой вот у меня в доме у родителей висело 3 медведя и 9-й вал Айвазовского. И куда бы я ни приходил, эти картины меня встречали в этих домах. Вот мы живем в стране 3 медведей до сих пор. Все постсоветское пространство — это страна 3 медведей и 9-го вала по уровню восприятия. Если это фотография, написанная маслом на холсте, и в Турции я тоже, наши соотечественники то же самое. Там один хвастался, я, говорит, в Киеве, говорит, за $50 купил, показывает там какие-то березки, там что-то нарисовано. На холсте, говорит, маслом. Понимаете? Я говорю, оно 5 рублей не стоит. Говорю, а ты вот за $50 это купил. Для человека важно, чтобы это было похоже на действительность и красками сделано. Вот на таком уровне находится 99% нашего общества. И как художнику современному выжить в этой ситуации. И я вижу, как наши художники пытаются, они прекрасные художники, великолепно владеют тем, но они должны найти эту какую-то середину, чтобы понравиться зрителю.
А понравится зрителю нужно, вот, ну у нас кто нравится больше всех? У нас Нури Якубов, замечательный художник. Вот он нравится больше всех. У него тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч копий, где в магазинах они продаются, потому что там все понятно, там фотография маслом. Плюс еще там, ну, национальная старая жизнь. Вот. А как быть современному художнику? Искусство ушло далеко вперед, язык у него выработался свой особенный. Когда появилась фотография в XIX веке, в середине, изобразительное искусство начало искать свои пути развития. И оно дошло сегодня до самых разных форм, самых разных этих. Но язык вырабатывался многими поколениями художников. И я пытаюсь вот через этот проект, через моих учеников, через себя тоже войти в эту территорию. Мои работы, допустим, в Германии там по 2/3 выставок продавались. Мои работы возникли как реакция на мою первую поездку в Крым. Очень серьезно. В 1987 году я был направлен в творческую группу в Гурзуф от Союза художников. Творческую группу по мини-текстилю. Я 10 лет занимался текстилем, гобеленом. И я попал в самую гущу событий. Вот этих вот митинги крымско-татарские. Это этот самый Громыко, его полил грязью крымских татар. Уже идет перестройка, народ, значит, бушует, потому что все народы уже депортированные вернулись на родину. Вот. И народ ринулся в Крым. И я попадаю в это время. Я из Ферганы должен прилететь в Ташкент, Союз художников, взять направление и прилететь в Крым. Меня КГБшник с Ферганы снял с самолета за то, что я собираюсь в Крым лететь когда-то. Ну, спросили, куда лететь. Я говорю, в Крым. А Таяльчук снял. Ну ладно, я на поезде доехал. Прилетаю в Симферополь, в аэропорту вот так генералы стоят вот рядом. И всех татар куда-то уводят. Вот как бы для белых одна дверь, а для черных другая дверь. Потом еду я в Гурзуф, по дороге карантин, какие-то тряпки лежат по дороге. Я у местных спрашиваю, что это такое за болезнь такая? Они говорят, мы называем это болезнь кроликов. Говорят, это им нужно, чтобы машины останавливать и татар отсеивать. Значит. Когда я приехал в творческую группу в Гурзуф, значит, там 18 октября должны были какие-то митинги быть в Симферополе, значит, какая-то дата была. И вот нам, да, и нам вот этот вот массовик-затейник всем, значит, рассказывает, говорит, в горах обнаружили татарскую подводу с оружием, подводу. Понимаете, в 1987 году подводу татарскую, да еще с оружием, понимаете, вот такая вот информационная война, ложь, такая клевета, понимаете, вот это все я пережил, после этого начал писать картины очень суровые в Средней Азии. И такие же и по приезду в Крым, понимаете. И такие картины, кому они нужны? Ну, посмотреть можно, а дома не повесишь. Значит. А вот в Германии, например, с выставки покупали немцы, у них другой совершенно взгляд на мир, менталитет. Они покупают такую суровую картину и в подарок кому-то, значит, там или дома повесить. Значит, все это, все у них в пределах нормы. То есть это уровень культурного развития. Мы возвращаемся снова. Значит, к этому вопросу, как в Крыму, значит, ну вот я говорю, что мы в этом плане работаем. Я надеюсь, что вот Караденис Продакшн мы организуем с вами такие передачи, где можно было бы объяснять картины, объяснять язык изобразительного искусства. Это, я думаю, будет очень интересно и увлекательно, чтобы люди понимали, что это такое. То есть образовательный. Вот все, чем я занимаюсь, это как бы образование и просвещение своих учеников. Вот эти этнографические статьи, исследования для того, чтобы мы понимали забытые какие-то элементы нашей культуры. Buyurun Asibet. Mikrofonu alınız lütfen. Ассаляму алейкум. Меня зовут Эльвира, я работаю в системе образования. Вы затронули тему образования, воспитания вкуса
образование масс, скажем так, да, ведь вкус тоже нужно воспитывать, и на это нужно время. Работая в системе образования, я вижу, что в наших детских садах, в наших школах есть предмет изобразительное искусство. И каждая программа, согласно региону, в котором мы находимся, должна включать 30% регионального компонента, в который в рамках изобразительного искусства, наверное, должны знакомить с искусством коренных народов, да, того места, где мы находимся. К сожалению, ну вот уже, не знаю, 17 лет я не вижу, чтобы с уроков изобразительного искусства дети выносили орнаменты наши. Выносят гжель, выносят хохлому и другие, да, узоры, скажем так. С крымско-татарским орнаментологией, узорами не знакомят. Я, по крайней мере, этого не встречала. Как быть с этим? Ведь если воспитывать, наверное, с дошкольного детства вкус этот, знакомить с культурой, традициями нашего изобразительного искусства, наверное, будет нам легче уже во взрослом состоянии ценить и быть ценителями реального искусства. Как здесь, с этим моментом? Я начну с примера. Допустим, вот в Узбекистане нет музыкальных школ, есть школы искусств. Там есть изобразительное отделение, на которых изучают народное искусство, прикладное. То есть они хозяева своей страны, и они назначают, что надо изучать в школе. Я всегда был удивлен таким большим количеством туркменской вышивки, таких мелких деталей и прочих. И я как бы не совсем давно узнал, что там у них в школах девочки это вышивают, эту продукцию вышивают. Тончайшие вышивки сложнейших национальных орнаментов. У нас политическая установка какая? Что у нас 150 народов Крыма. Понимаете? Вот в Крыму живет 150 народов. Как будто в других государствах живет меньше народов. Вот возьмите Киев, там тоже 150 народов живет. Возьмите Москву, там 250 народов живет. Но у нас это основная направляющая. А мы один из 150. Мы не являемся коренными, мы не являемся основальными. Поэтому там хохлома, гжель, потому что русские это один из 150 народов. Понимаете? И вот это искусство, которое к Крыму не имеет никакого отношения, потому что любое декоративное искусство, оно рождается в какой-то местности. И оно как бы на этой основе образуются народные промыслы. Даже есть такое понятие народный промысел. Оно включает в себя обязательно местный компонент. И коллективное это самое. У нас есть целые организации, деньги были в Крыму. Большое количество выделялось, значит, на народные промыслы. Вроде у нас как будто есть какие-то народные промыслы. Ничего-то подобного нет. Потому что по определению они были только в 30-е годы. Это были артели вышивальщиц, крымско-татарская вышивка, вышивалась продукция на экспорт за золото в Европу. После вот этих выставок 25-го года, которые в Париже проходили, вот возник интерес к двусторонней вышивке, и там около 350 женщин, и ими управляли вот такие, как Адавия Ефендиева, которая, значит, рисовала эти орнаменты для этих артелей. То есть это было народный промысел. У нас этого нет. У нас в школе нет. Вот я об этом хотел сказать. Вот я сделал свою работу, есть мастера, которые все. Но для будущего нужно, чтобы со школы, с 1 класса дети изучали свой орнамент и изучали технологии какие-то, значит, вот эти вот для производства, чтобы у нас сейчас отдельные мастера замечательные, но у нас нет промыслов. Промыслов, когда будет там 10 мастеров в одном селе работать и делать керамику, допустим, и ее будет знать на весь мир, допустим, вот там. Такая-то керамика, такого-то села. Как в Украине. Вот был один проект, мы ездили со своим мастер-классом в Западную Украину, в Ивано-Франковскую область, в город Косів. Это выбор был не случайный, потому что именно там сохранились народные промыслы. Вот мы приезжаем в одно село, там только ткут лижники, другое село вырезает по дереву, третье занимается керамикой.
Вот для этого туда я возил мастеров, чтобы они увидели, что такое народный промысел, что такое живые народные промыслы, которые люди живут этим своим ремеслом, и что оно пользуется. Там есть рынки, на которых приезжают оптовики, покупают. Оптовики там с России, с Белоруссии, с Украины приезжают, покупают их. Вот это прикладное искусство. И мы потом его видим во всех этих лавочках, во всех этих местах. Суаль бар гальба. Мамутага, я вот засомневалась. Вы сказали, что вы точно знали, ну, как бы Зулейха Ханум передала значение мужских, женских символов. То, что они, вот именно значение, не название, а значение. Да. Все остальные символы, они исторически подтверждены, либо логическим путем, этнографами объяснены? Нет, это чисто моя работа, потому что этим никто не занимался. Это у меня вот в первом томе есть большая статья, где я показываю путь поисков, путь аналогий, которые потом они подтвердились в контексте самих орнаментов. Это, ну, как бы длительный разговор, учебный. Здесь в двух словах об этом нельзя сказать. Я могу в общем сказать, что мы берем орнамент, мы видим. Допустим, круг. Допустим, первый раз мы вот с Эльдаром ехали из Тебриза через Киев, значит, там на фестивале были. И попали на выставку трипольской керамики. И там вот сосуды, здоровенные сосуды такие, на них орнаменты, круг и ланцетовидная форма внутри. Вот я смотрю на нашем Учкуре, Музей Востока, та же самая форма. Мамутага, вы в одном из своих интервью говорили о том, что нам нужно выходить из состояния жертвенности. В чем проявляется наша жертвенность и как из нее выходить? Какой путь? Ну, я уже сказал, что моя живопись возникла как реакция на действия государства, значит, и мы, как народ несправедливо, значит, обиженный на протяжении десятилетий, вот, и как бы моя реакция была как представителя такого. Здесь вот я показываю, вот выбрал работы, вот здесь в данном случае две работы, которые как раз в таком плане, значит, написаны. Вот, и начало 90-х годов, когда я жил в Крыму, я в таком плане, в таком духе работал, как живописец. Вот, но ко мне начинала приходить мысль, что нельзя быть только жертвой же, надо что-то делать, надо же выходить из этого. Мы же как бы уже живем, дома построили, значит, как-то уже жизнь налажена, значит. Вот. Я стал искать пути, этот путь открылся в народном декоративном искусстве. Я начал заниматься керамикой, в середине 90-х был проект по возрождению крымско-татарского ткачества. То есть я встретился с Рустемом Скибиным, значит, которого там убедил, что надо заниматься не просто созданием сувениров. Он был главным художником целого керамического предприятия вот в Каменке здесь. И он создал свою мастерскую и на основе орнамента крымско-татарского стал работать. Вот. И я поручал ему исполнение своих композиций. Здесь вот есть эти композиции, которые еще тогда были нарисованы. То есть позитивная часть – это декоративное искусство. И на этой основе возник и проект «Крымский стиль», проект в эти выставки, все, вот наше все это объединение, оно как бы результат вот такого движения и направления. Но живопись у меня оставалась вот такая. И здесь у меня только вот последняя работа, я уже могу по поводу нее рассказать. Почему она такая? Потому что вот мы как раз вот эти поездки пленэра, они, значит, на них я увидел, как активно наши крымские татары работают в отельном бизнесе. Значит, когда в Бахчисарае мы были, там огромное количество кафе, великолепное кафе, вот это Ашлама, там
То есть огромная, значит, вы езжаете по Крыму, огромная активность такая, там СТО стоят, это автомойки, то есть хозяева крымские татары, кафе, магазины крымско-татарские открываются, то есть огромная активность. У меня есть с чем сравнить. Когда мы были на пленэре в Казани, мы ехали, значит, с Казани в Болгар, такой город древний, 200 километров. Вот на эти 200 километров одно село, где продавали вот эти вяленые утки и козы. Вот они висели, как у нас лук висел раньше, ялтинский, вот так. Одно село на 200 километров. Потрясающие дороги, которые Шаймиев построил в каждом селе. И абсолютная пассивность населения. Абсолютная пассивность. Полная. Вот стоят старые домики их деревянные с резьбой. Они там аккуратно покрашены, все аккуратно стоит. Но мы не видим никакой вот этой самой. Здесь был один историк-писатель Кульпин. Мы с ним общались на это вот мероприятие по поводу этого Чобанзаде, это самое устраивал Рисульви в этом в Карасу-базаре. И он мне говорит: я вам завидую, говорит, крымским татарам. Вас, говорит, так пинули, говорит, что вы так быстро бегаете, говорит. Кто бы нас пинул, говорит, кто бы нас пинул. То есть не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот это вот невероятная активность наших учителей, филологов, там, издателей, да, вот Караденис Продакшн, ярчайший пример такой активности. Куда ни, наши медики везде, вот частные клиники, посмотрите, какой вот расцвет. Поэтому я вот эту вот мы старенькие улочки Карасу-базара рисовали, но я решил насытить эти улочки, там живут крымские татары. Оттуда выходит эта энергия из нашей истории, из нашей судьбы. Вот. И как бы последняя такая активная, самая позитивная картина, она вот на эту тему. Мамут ага, Мамут Чурлу — это такое уже мировое имя, вас знают и за пределами Крыма. Для вас важно, чтобы за границей вас знали именно как крымско-татарского художника? Ну, для этого я и возил эти выставки за границу, чтобы именно нашу культуру. Вот. Но тут есть один момент, что для меня как бы не имеет значения, как ко мне относятся за границей. Для меня важно, я живу вот здесь и работаю для своего народа, для людей, которые здесь живут в Крыму. В 2011 году был проект «Линк», здесь американский. Приезжала консультант одна. Она мне предложила сделать выставку в Вашингтоне. Я отказался. Я знаю, что там все будет продано, потому что там уровень такой, что это найдет своего покупателя, да, и будет раскручиваться и прочее. Для меня важно, что я живу вот здесь. У меня полный склад моих картин, но они останутся здесь, в Крыму. Для меня это очень важно, что мои работы останутся в Крыму. Микрофон бар mı sizde Elime Hoca? Ага, buyurunuz. У нас бар. Мамут Бей, очень рада, что вы меня пригласили. И Спасибо. хочу задать вопрос, в принципе, как всегда. Сейчас в науке одним из таких новых объектов исследований является понятие культурного кода. Для филологов это одно понятие, для социологов, политологов это другое понятие, для антропологов это еще одно содержание. Что для вас, для Мамута Чурла, для искусствоведа, понятие культурного кода крымских татар? Спасибо. Sağ olun Elime Hoca. Ну, у меня статья, по-моему, так она и называется, вот в первом томе, значит, традиционная культура крымских татар. Она так называется, этнокультурный код крымско-татарского орнамента. Для меня это язык орнамента, он понятный, простой, устойчивый, богатый. Мы видим вышивки, эти орнаменты, вот Петрова собрала большие вышивки, коллекции во многих музеях. Мы видим, как на этом языке разговаривают вот эти вот рисовальщицы, которые готовили орнаменты. Они все делали разные
решения, разные орнаменты, но язык мы читаем один и тот же. Практически на 90% мы можем его прочитывать. Вот. Да, бар mı sualler бере білесіңіз, сайғылы мұсафірлер? Мамут ага, давайте поговорим о вашей семье. Знаю, что у вас 3 детей, 6 внуков и 2 правнука, если я не ошибаюсь. И в ком-то из них вы видите свое продолжение? Кто-то занимается творчеством? Мой сын занимается творчеством, фототворчеством. Он сам IT-профессионал высокого класса, но у него есть хобби. Он познакомился, значит, с профессионалами, обучался. Ездили они, у них тоже вот как пленеры, они ездили на Кубу, в Марокко, в Намибию, в Йеллоустонский этот заповедник в Америке, значит, где еще, чтобы не пропустить. Он сам выходит на природу, где он бы ни бывает, он фотографирует там птиц, животных, пейзажи. Он путешествует по Европе своей семьей летом, вот, снимает с дронов. У него есть дрон небольшой, вот он там с высокой точки все эти города, все. И достаточно профессионально у него это получается. И даже я ему помогал делать выставку, его первую выставку, фотовыставку в Вильнюсе на тему Намибии. Так, а внуки? А дочка у меня вообще дизайнер, в Фергане живет, она занимается одеждой тоже. То есть внучка у меня с детства, старшая внучка моего сына, старшая дочка, она рисовала с детства под моим руководством, детские рисунки, потом ходила в какую-то школу детскую. Потом, когда закончила школу, поступила в Вильнюсскую академию художеств на дизайн. Очень радовалась сначала, потом потухла, а сейчас она перешла на логопеда. Ну, нашла себе что-то очень важное. Мамут ага, мы вас знаем как очень принципиального, даже где-то в моментах резкого педагога. И в то же время ваши ученики вас побаиваются, но очень любят и уважают. Как вам это удается? У меня 20 лет педагогический стаж. И когда я по окончании училища стал преподавать в этом же училище, меня назначили в вечернее отделение, на заочное вечернее. Вы представьте себе, я там, мне сколько лет? 18 лет, а у меня там 25-летние, 30-летние, там 40-летние заочники. Мне надо было как-то с ними справляться, потому что они меня вообще в грош не ставили. Ну, я научился их выставлять просто на улицу и все. Вот чем я и занимаюсь всегда. Суаль Эбет buyurunuz. Şimdi микрофон алыңыз. Это вопрос от ученика. Да. Идия ханом, buyurunuz. Мамут ага, я хотела такой вопрос задать. Вот, ну, первая ваша специальность — это музыкант, получается. Вот. А как пришло такое, ну, как озарение к вам, что вы захотели заняться еще и искусством, живописью, вот, прикладным? Вот, мне так интересно было. Дело в том, что как бы, с детства были такие вспышки. У меня как бы я был болезненный и помню только очень отдельные эпизоды из своего детства. Ну вот мне захотелось рисовать там очень сильно, допустим. Вот был одеколон «Красный маг», кто-то знает, наверное, картинку вот эту. Вот эту картинку мне захотелось нарисовать. Я маму прошу краски акварельные, значит. Денег нет, значит. Я иду к соседям, занимаю деньги втихаря, покупаю краски. Я не знаю, сколько мне лет было, лет 10, наверное, да. Вот, значит, вот этот вот момент, я его, удовлетворяю, вот, получаю нагоняй от мамы, значит, как следует, значит, потом приношу этот акварель в школу, учитель рисования хватает его в руки и тащит меня, значит, художественный кружок, студию. Я отказываюсь, говорю, мне музыкальная школа, говорю, вот так хватает, ходить туда
тарабанить на пианино, значит. Вот. Но, в принципе, когда я учился в музыкальном училище, вот, у меня уже появился интерес к изобразительному искусству. Нам в Фергану приезжали выставки ташкентских художников. У нас был театр, большой театр, ну, театр, русский театр, и там в его фойе устраивались эти выставки. Мне было интересно, я приходил, и как-то я чувствовал эту живопись, прочее. У меня завелся друг хороший, Саша Куприн, такой известный этнограф Ферганы сегодня. Ну, он тоже музыкант, когда-то был моим учеником даже. Вот. И мы стали покупать альбомы по изобразительному искусству. В нашем книжный магазин, я жил рядом, там буквально несколько метров, вот, через забор нашего двора, был книжный магазин центральный, единственный в городе, и там эти альбомы были. Дело в том, что на каждую область была разнарядка. Приходили, значит, ну, всевозможная литература в ограниченном количестве. Так как это был город узбекский, и уровень культурный был не очень высокий нашего руководства, они в основном покупали там, нельзя было достать там собрание сочинений, они там расходились по номенклатуре, какие-то издания, а альбомы спокойно лежали, вот все там альбомы, Музей мира, например, серия была там, много чего такого. Вот с этого началась моя библиотека и интерес к искусству. Уже в консерватории, да, и в училище, и в консерватории я оформлял газету, я делал дизайн газеты, не просто газету. У меня был дизайн, который повторялся из номера в номер, стен газеты, имеется в виду. И мои друзья съездили в какую-то поездку уже на первом курсе в Польшу и привезли мне, зная мое пристрастие к изобразительному искусству, они мне привезли серию книжечек маленьких, серия АБЦ, современное искусство. Хуан Миро, Шагал, Пикассо, все знаменитые современные мастера, Кандинский. Это значит, в каком году? Значит, в 80-м я закончил. Это 66-67 год. Вот. И в Новосибирске я сразу стал ходить на выставки и встретился с картинами такого художника, как Николай Демьянович Грицук. Этот человек, который служил в сибирской дивизии, видимо, из тех украинцев, которые были когда-то сосланы в Сибирь. И потом, после, выучился в текстильном институте. А там обучают именно вот этим всем приемам. Декоративной композиции, декоративного языка. И он работал в жанре акварели и гуаши, и как эта краска называется, вылетела из головы. Работал пейзажи Москва, Московское кольцо, потом Новосибирск, и они были все необычайно декоративные. И в своем творчестве он доходил до абстракций. И он, при всем при этом, он был там главным художником в Новосибирске. К нему приезжали покупатели из Германии, с Японии, покупали его картины. Но картины были необычайно интересные, современные. И когда я увидел его картины, я тогда только осознал, что я хочу быть художником. Я хочу быть таким художником, как Николай Грицук. И потом уже, я закончил консерваторию, потому что нужно было уже оправдать чаяния моих родителей. Вот, и стать самостоятельным и решать свою судьбу уже самостоятельно. Не за счет родителей, а за счет своих усилий. Sağ olunuz Mahmut ağa. Eldar ağa galiba sual vermeye istey. Buyurunuz. Ассаляму алейкум еще раз, Mahmut Aja. Алейкум салям. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Краймен Татарс Клаб, ресторан Алем за такие встречи, за проведение таких важных встреч. И, Mahmut Aja, я не вопрос задать, мне повезло, что я уже с вами знаком с 2006 года и, наверное, надоел вопросами. Я сразу хотел бы перейти к подарку.
подтверждение вот вашей теории по орнаменту я решил вчера буквально. Придумал такую авторскую композицию, которая называется «Бзым кыйметли хожам». Она посвящается вам. Машалла. И я хотел бы вот показать, как я использую язык орнамента. Здесь в центре изображен знак гвоздики, символизирующий пожилого человека, в данном случае это вы. Это также является знаком мудрости, знаний, которые вы передаете нам. Вот вокруг гвоздики можно увидеть большое количество тюльпанов и бадемов и ляле, как знаки молодых учеников, которые вращаются вокруг вас. Вот. И за линией уже на втором слое можно увидеть уже тех мастеров, которые уже выбрались как бы из учеников, стали самостоятельными мастерами. Это уже вот повзрослее изображение тюльпанов и бадемов уже в более взрослом виде. Вот, Машалла, çok sağ olun Сельдар Çok Бей. sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Мамутага, это еще не все. Я забыл сказать, что рисовала эту композицию Алиме. Вот она. Алимешка, проходи. Ага, çok sağ ol. Çok sağ ol. Daha bir şeyler var Эльдар Бей. Машалла. Мы у Мамутага очень часто собираемся. Я заметил, что чайник уже немножечко постарел. Я решил его обновить в том цвете, который вам очень нравится. Çok sağ ol Эльдар. Мында қоя білеміз. И две пиалушки для вашей и вашей супруги. Çok sağ ol. Çok sağ olun Сельдар Бей. Sayılı dostlar, daha sualler olsa sizlendirebilirsiniz. Buyurunuz Себет. Гульнара Негляденко, я тоже одна из учениц Мамутага. Ну, я тоже вопросы уже не задаю. Еще с 2005 года, с тех пор, как мы познакомились, конечно, вопросов было много, сейчас уже их меньше. Я сейчас только удивляюсь и наслаждаюсь. У меня нет вопроса. У меня слова благодарности. Я благодарна, во-первых, Всевышнему, что он меня с вами свел, и на протяжении многих лет мы с вами не только как ученик, как ученица и учитель, но и как друзья, как старший брат. Вы меня всегда вдохновляли, и действительно, вот как кто-то сказал здесь, немножко побаиваешься своего ученика, это всегда было. И, ну, во-первых, я рада, что вы мне предложили войти в состав творческого объединения «Чатырдак», работать творчески, познакомиться с талантливыми людьми. Это Рустем Скибин, Абдюль Сейтаметов. Ну, очень много нашей первой группы, да? Вот. Я вспоминаю и хочу поделиться с гостями о том, какой Мамутага учитель и какой он человек. Все его семинары – это не просто занятия, это чисто человеческие отношения такие. И когда был первый семинар в 2005 году, мы были все вдохновленными, окрыленными. Ну вот буквально у нас были крылья за спиной. И Мамутага это очень хорошо помнит. Мы вставали с утра, и он в первую очередь, как наш старший брат, как отец, как учитель, он пытался нас накормить. Он всегда вставал так, все взяли чайную ложку меда, проглотили, подержали, там, вернее, во рту подержали, проглотили, выпили кофе и начинаем завтракать. Вот с этого начинался у нас день. Позавтракав, потом мы весь день работали, до, ну, я не знаю, до скольки, до вечера, да, до позднего? До 9. До 9. Света не было в то время, да, отключалась энергия вообще. Да. Нам И световой день мы использовали. Тогда Мамутага, вот он умеет методично организовать эти уроки, так, чтобы это было полезно не только для нас, но и для будущих поколений. Мы тогда копировали старинные рисунки со старых вырезок с газет, какие-то подпольно сделанные фотографии в музее. Да, рисунки орнамента. Да, и вот тогда все у нас поделил на разные, значит, рисунки. Кто-то крупные цветы рисует, кто-то мелкие, кто-то бесконечки, кто-то архитектуру.
Для нас это было очень интересно. Мы ходили в поход, в горы, сравнивали природные цветы с нашим народным орнаментом. После этого мы садились и работали творчески. Он проводил с нами уроки по цветоведению, то, что нам не давали ни в училище, ни в институте. Этих уроков нам не давали, понимаете? И я очень благодарна Мамут ага, потому что сейчас, работая в школе, я стараюсь детям, вот как раз был вопрос о том, как детям передать наш национальный код, наш орнамент. Я стараюсь втюрить, там, когда идет гжель, идет хохлома, я стараюсь большую часть все-таки рассказать о нашем орнаменте, о символах. Вот чтобы в наших детях это было. Потому что у нас действительно нет вот таких школ, да? И это просто боль. И надо обязательно это когда-то, может быть, это наша мечта такая, и все-таки она сбудется, да? Вот. Иншаллах. Да, иншаллах сбудется. Поэтому я хочу вам просто слова благодарности выразить от всех, ну, кто здесь не присутствует, кто здесь присутствует, он и так выразит. Вот. Огромное вам сағолыңыз, чох-чох сағолыңыз. И здоровья вам, побольше вам энергии и много новых идей. Я тоже хочу вам подарить подарок. А давайте мы букет пока супруге Давайте, передадим, да, чтобы он давайте. вам не мешал. Возьмите, Давайте. пожалуйста. Этот подарок вам напомнит о семинаре в Семиизе. Мамут ага. Гүлнара Негледенко, сайгылы достары, Мамут аганың талебесі. Машаллах. Çok sağ olun Gülnara Hanım, ellerinize sağlık. После этого семинара Гульнара произнесла одну фразу, которую я постоянно на всех семинарах ее повторяю. Вот после такой напряженной работы, когда мы с утра до ночи работали, и когда мы уже шли, и я их провожал всех по дороге, она сказала гениальную фразу. Она сказала: я никогда так в жизни не отдыхала. Машаллах. Это счастье заниматься любимым делом просто. Тогда не замечаешь ни времени, ни сил, ничего. Çok sağ olun, машалла. Я подарки пока все туда, супруги. Gördüm ki daha kollarını көтерген misafirlerimiz var. Buyurunuz. Мен Мамут ағаның en yaş телебесі олайым. Микрофон. En yaş телебесі олайым. Мен оғрашайым, болен это бағырден оғрашайым. Mikrofonu yakınca tutunuz lütfen. Болен. Resim yaşım başladım netmeye. Men en yaş telebe Мамут ағанкі. Оғрашайым осым бағырнен. Мамут аға Алла сауыңызын версін, болен Allah uzun ömür, hayır sağlık versin. Daha çok yıllar sizi bizim böyle kuvandırıp yürün. Böyle bizim var imkaniyetimiz, böyle neta sevaplar kazanma. Вот Мамут аға o yolga şunu kiti. Bu adam bir şey bilgisi olsa, bir telebe alıp, telebeyin öğretse, ahiret kungeyeceğiz, sevap olacak inşallah. Ne? O yapkan adamga. Бізден де суал жоқ Мамут аға, только менде лачық var сізге. И бізден de бір не? Бақшыш. Иншалла. Buyurunuz. Rifat Kurtveliyev, saygılı dostlar, bakırcı, özünün acayip işlerinden, cezvelerinden bellidir. Alkışlar. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Maşallah. Çok sağ olunuz. Тоже. Давайте, ага. А заберите, sağ olunuz. Тоже. Возьми, пожалуйста. Еще. Bakşışlar dakikası, saygılı dostlar, alkışlar. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Talebeleriniz değil mi Мамут аға? Ага. Да, çok sağ ol. Расскажи, что это такое. Мамут аджа, хочу
подарить вам портрет. Он называется «Оджам, мой учитель». Здесь хотелось изобразить, передать всю многогранность вашего творчества. У вас есть такой гобелен, который называется «Вечное творчество». Вот я желаю вам вечного творчества от лица всех ваших учеников. Вот, вечного творчества вам и продолжения в ваших учениках. Алла сізге салық берсін. Çok sağ olun. Машалла. Эдия Мустафаева, saygılı dostlar. Mahmut Ağa'nın talebesi, belli ressam. Çok sağ olunuz. Bu çiçeklerini de mümkün olsa Svetlana Hanım'a mümkün vermege. Çok sağ olunuz. Daha sualler verecek misafirlerimiz var. Men gördüm. Buyurunuz. Buyurunuz Айдар Ağa. Айдар Халилов, saygılı dostlar. Belli коллекционер. Мамут Ага сейчас, когда рассказывал про Гурзуф, я вспомнил такой один эпизод в жизни. Знаете, мне как-то однажды в Евпатории очень пожилой коллекционер предложил одну работу. Он мне говорит: ты любишь, говорит, примитив, авангард. Вот. Чья работа неизвестна, он мне говорит. Приезжаю к нему, я смотрю работу и сразу узнаю Мамут Ага. С удовольствием эту работу приобрел. Потом повез к Мамут Ага, он мне расписался, все. Я что хочу сказать, вот первая работа, которая в Крыму написана, Мамут Ага, совершенно случайно попадает ко мне, понимаете? Вот это все не случайно, я думаю. Вот первая его работа, и вот она мне попала. Первая живописная живописная работа, да. Я начал писать именно в Крыму. Оказывается, эта работа называется «Тревожный Гурзуф». Вот, Сағолыңыз Мамут Ага. Это сейчас работа хранится у меня. Вот, так что я очень рад. Машалла. Всего хорошего. Sağ olun Айдар Ağa. Вот Айдар Ağa Buyurunuz, buyurunuz. Селям алейкум, сайгул джемат. Мы приехали из Бахчисарая, представляем вышивальщиц города Бахчисарая, а непосредственно молодежного центра «Арслан», в котором наш Мамут Ага является самым главным гостем, любимым гостем, очень талантливым преподавателем, потому что до Мамут Ага, к сожалению, мы, вышивальщицы, которые владели техникой махлама, мы не знали орнамент, не знали знаковую систему. На сегодняшний день, ну как, наверное, и всегда, где появляется Мамут Ага, все начинает выправляться, все начинает быть правильным, имеет определенную свою смысловую нагрузку. Чох сағылыңыз Мамут Ага, от нас, от всех девочек. Вам всем большой привет из Бахчисарая. Чох сағылыңыз. Зарема Ханым Мустафаева. Зарема Ханым да нағышчы. Siz de çok sağ olunuz. Çok sağ olun. Allah sağlık versin. Çok sağ olun. Ага. Спасибо. Çok sağ olunuz. Daha galiba sualler var. Gördüm. Evet, buyurun. Veriniz. Niyara Hanım. Mikrofonla evet. Niyara Hanım Меметова. Belli ustamız. Мамут Оджа, от души благодарю вас за ваше такое позитивное, отеческое отношение ко всем нам. Я очень вас люблю, уважаю. Долгих вам лет жизни на благо всего нашего народа. И вот хочу, чтобы долго жили. Вот эти витаминки, они продлевают жизнь. Это я уже назвала витаминки для творческих людей. Вот. Пусть ваше добро всегда вас обнимает, наша любовь вас согревает. И, пожалуйста, вот живите, оставайтесь таким добрым, счастливым и озаряйте всех нас. Я вас очень люблю. Савва. Это все благодаря вам. Я как-то говорил, что я живу до сих пор. Почему? Потому что я окружаю себя позитивными людьми. И мы общаемся в позитивном кругу. И продляем друг другу жизнь, и мы счастливы от этого. Именно крымско-татарское прочтение войлока — это благодаря вам.
Вы меня просто вот, не знаю, сделали самым счастливым человеком. Çok sağ olun. Вам тоже я О, желаю sağ olun. добра. Ваш талант, он пусть тоже развивается и помогает всем нам тоже. Sağ olun. Çok sağ olun. Спасибо за организаторам Хранение Театр, всей вашей команде. Вы просто невероятные. Sağ olun. Çok sağ olun. Мамут ага, наши чувства, наши мысли всегда зависят от периода жизни. О чем сегодня чувства и мысли Мамута Чурлу? Ну, я живу вот этим проектом, живу как бы общением со своими учениками, совместными этими проектами. Да. Плюс, значит, вот 3-й том, если осилю, уже возраст, конечно, энергии не столько много. Значит, там очень серьезные статьи. А на будущее я думал бы, конечно, я бы мечтал о том, чтобы вот это вот наше уникальное национальное достояние, система знаков орнамента крымско-татарского, который, на мой взгляд, нет ни у кого в мире, чтобы оно было распространено через сеть наших учебных заведений. В первую очередь через школы, возможно, училища, высшие система высшего образования. Да. Это очень важно. Это так же важно, как и причем это не так сложно, как сам язык крымско-татарский, которым очень усиленно занимаются филологи наши. Это большая проблема. Вот. Ну, такой ответ на ваш вопрос, может быть. Buyurunuz. Aha. Да. Şimdi mikrofonla. Buyurunuz Rıza ağa. Салам алейкум. Мамудей, мы с вами уже 90-го года знаем друг друга. Фонд культуры был еще при Самокше 6, по-моему. Не фонд культуры, а этот сам координационный центр по возрождению крымско-татарской культуры. Потом 8 Самокше Гаспринскую библиотеку стал. Что я хотел сказать? Тогда мы организовывали Союз писателей, Союз композиторов, Союз художников. Насколько я знаю, вы долгие годы были председателем Союза художников, да? Но деятельность художников сегодня нашего крымско-татарского отделения Союза художников, они входят в всекрымское художество или отдельно как крымско-татарские писатели, отделение крымско-татарских писателей? Басыров возглавляет писателей Крыма, а Эдемова Урия возглавляет крымско-татарское отделение. Как у вас предстоит делать здесь с художниками? И вообще, сколько у нас художников, какие вообще перспективы художников на будущее в Крыму? Савол. Çok sağ olun Rıza ağa. Ну, я хочу несколько уточнений. Значит, вот эту вот ассоциацию крымско-татарских художников, я участвовал в ее организации, организовывал ее Энвер Зитов. Он составлял всю юридическую эту базу, основу и был первым председателем ее. Потом он уехал в Фергану, и я какое-то время управлял этой организацией, не будучи формально даже председателем этой организации. Ну, эта организация, она существовала параллельно моим проектам. Они имели отношение к декоративному искусству, а здесь, в этой организации, значит, были художники станкового, значит, скульптура, живопись, графика. Это объединение, и которое периодически проводило выставки у нас в Симферополе до 2014 года. В 2014 году председатель этой организации Эрфан Нафеев, ну, он как бы не продлил юридическое существование, и как бы сегодня юридически эта организация не существует. Вот так получилось. Вот это. А я занимаюсь сегодня, немножко вошел в эту область. Я вижу, что Крымская школа – это училище само Кеша,
Это основательное образование, но на принципах середины XIX века. То есть современного искусства у нас в Крыму никто не обучает. И вот, и, собственно, те, которые выходят оттуда, живописцы, они умеют с натуры делать красивые работы, грамотные, профессиональные. Но где-то язык это 100-200 лет назад, как говорится. Вот. И чтобы заполнить этот как бы вакуум, я провожу пленеры с нашими мастерами декоративного искусства. И как бы я вижу, что отсутствует будущее поколение. Вот этой работы нет у нас, понимаете? Это сложный очень вопрос. Дело в том, что вот с Узбекистана мы приехали, целая группа художников, которые определились из большого количества людей, через хорошую школу образования, ташкентские учебные заведения довольно сильные, вот, уже сложившимися художниками современного искусства. Вот. А здесь это была обстановка перестройки, которая позволяла из художников обычных стать современными художниками. То есть уже тогда художникам разрешили быть современными. Вот такая вот ситуация. Провинциальность, да. К сожалению. Но наше искусство не провинциально. Благодаря вам. Ну, пытаемся что-то сделать, понимаете? Потому что в мире очень много нового, очень много этого самого. Это я всем рассказываю, когда я в начале 90-х поехал в Германию с выставкой, и там Рамазан дал мне свои эти слайды, мои слайды, значит, и меня повезли в Берлин искать галерею, которая бы занималась нашим искусством, значит. Вот. Ну, мы посмотрели каталог, нашли какую-то галерею, где более-менее, как бы, как это сказать, не абстрактное искусство, а там более-менее какое-то ближе к реалистическому. Вот. Я ему показываю эти слайды, и этот немец говорит: мы, говорит, занимаемся концептуальным искусством, а русским искусством занимается сразу. Он сразу определяет, это русское искусство. Значит, русским искусством занимается вот там такая-то галерея. Вот просто посмотрев наши работы. То есть мы современные, но если нас мерить на современный мир сегодняшний, то мы тоже достаточно авангардные. Не авангардные, а арьергардные, да. Çok sağ olunuz. Gördüm galiba sual vermeye isteyiler. Yok. Хотелось бы вернуться к нашим выставкам, Мамут-ага. Да. На сегодняшний день наши выставки, они такие академические, классические. Нужно ли что-то в них менять, как вы думаете? Ну, мы занимаемся не формой выставок, а мы занимаемся содержанием выставок. И в этом у нас две задачи. Первая задача – это сохранить наше традиционное ремесла и традиционное искусство. Второе, значит, их развитие, потому что современный мир, он меняется, потребности людей меняются, условия жизни меняются. Допустим, вот там при входе вышивка, допустим, там старинный традиционный орнамент, его там обнаружила и скопировала Александра Михайловна Петрова. Он был когда-то там на полотенце. Он был вот такого размера, он висел в комнате, крымско-татарские комнаты были небольшие. И этот видеоряд, он был перед глазами, и его было достаточно. Сейчас мы живем в современных огромных помещениях, для которых нужны большие пятна, там, большие картины, большие вышивки, большие там, орнаменты, нарисованные на целом листе ватмана. Такие произведения уже могут сегодня как бы оформлять наши интерьеры. И интерьеры
там отели, интерьеры, кафе, ресторанов. Нужно большой размер, большое пятно. И это как бы стимулирует нас для создания таких произведений новых. Это развитие старого. Вот наш орнамент, он был небольшой, очень камерный, все, но сегодня мы можем его внести в любое помещение, в любой интерьер, в любую вещь какую-то большую. Допустим, Эмин Таймазов делает эти столы деревянные, на них все вот эти у нас орнаменты. Значит, Рифат делает эти блюда, подносы, он вносит туда этот орнамент. То есть керамисты наши то же самое работают в этом направлении. И содержание плюс вот живописные произведения мы вносим, делаем выставки, где живописные произведения написаны современным декоративным языком. Мы изучаем этот язык и его используем. У нас были эксперименты, мы постоянно ставим эксперименты, мы изучаем творчество современных художников, пытаемся через их призму посмотреть на мир, применить их какие-то приемы. То есть вот основа нашего обучения, вот сегодня мы, допустим, когда мы были в Бахчисарае, мы изучали творчество Татьяны Мавриной, моей любимой художницы, и пытались, значит, использовать ее приемы. Когда мы были, это в прошлом году весной, потом осенью мы были в Капсихоре на пленэре, мы изучали творчество Рамазана Усинова, пытались его приемы применить. Вот. Теперь, когда мы были на пленэре в Карасу-Базаре этой весной, мы пытались изучать творчество Роберта Фалька, такого художника начала 20 века. Ну, вот примерно таким путем мы движемся. Вот. При всем при том, каждый из наших мастеров остается самим собой. Они уже, у каждого выработался свой какой-то стиль, манера, который мы узнаем его работы безошибочно. Машалла. Sağ olunuz. Sualler yok olmasa devam etеміз. Мамут ага, вас всегда спрашивают о прошлом. Давайте немного взгляд вперед. Крымско-татарское прикладное искусство, наши разные ремесла, изобразительное искусство. Как вы думаете, что про нас скажут наши потомки спустя, допустим, 100 лет? Ну, когда я начинал вот эту всю деятельность с традиционным искусством, я говорил всем, вот если через там 1000 лет раскопают, какой-нибудь там вулкан накроет все нас, и нас раскопают, значит, да, и никто не будет знать, кто здесь живет. У всех одинаковые кастрюли, одинаковые там столы, и все. И какой народ жил там, непонятно. Но сегодня уже, может быть, кто-то уже начнет разбираться через 1000 лет, потому что уже мы этого не ожидали. Вот когда с Гулия, она участвовала, вот, рассказывала про самый первый наш семинар, где они увлеченно орнаментом занимались. Но никто не думал, что это кому-то будет нужно и кто-то будет покупать. Это мы все делали просто из интереса, из любви. Ну, к выставкам готовились в лучшем случае. А в настоящее время оказалось, что этому нашему народу нужно. Появились целые магазины, где вы можете прийти и приобрести, и народ покупает. Там свадебный обряд обновился, какие-то вещи как обновился. То есть, ну, как бы какие-то старые традиции стали, потребность каких-то вещей, потребность каких-то бытовых вещей. Кто-то придумал что-то новое, допустим, там вот Юлия Тулупова, она делает современные всевозможные предметы с орнаментом на машине. Уже как бы инструмент, была рука-игла, теперь машина и компьютер, когда человек закладывает, ну, грамотный, который знает орнамент, он закладывает нужную программу и делает то же самое практически. Но делает это уже в массовом порядке, продукцию, то есть промышленную продукцию. То есть у нас есть сейчас задатки, то есть мы как бы восстановили замкнутый цикл. Мы никогда от государства не получали ни одной копейки. Мы восстановили замкнутый цикл, когда наш народ сам инвестирует в свою традиционную культуру. То есть приобретая какое-то изделие там Эльдара, там Алиме
Юли, Гули, Рифата Куртвелиева, вы как бы спонсируете и инвестируете в свою культуру. И она живет. Эти мастера живут тем, что они создают. Это было всегда. Никто никаких грантов, ничего не давал. Ну, поначалу гранты нужны для какого-то восстановления. Допустим, вот килимное ткачество сложнейшее. Если бы не грант американский, вряд ли бы могли бы его восстановить. А потом уже никто не помогал ни одной копейки. Надо сделать так, чтобы кто-то это приобрел, купил. Вот здесь вот килим этой талантливой мастерицы, это Сабрие Юповой. Вот. И это уникальное произведение, которое соответствует 3 мировым стандартам. Но беда в том, что у нас как бы есть очень мощный конкурент, это турецкая промышленность, где на фабриках делают из хлопка килимы с традиционным турецким орнаментом. Там у них хорошие дизайнеры работают, все это очень красиво и стоит недорого. Вот. И этот конкурент у нас просто выбивает из-под ног всю почву. Мы не получаем от государства. Там это на государственной основе все построено. Там килимные мастерские, даже я в Бурсе был, видел, как там в центре города мастерская, там стоят станки, женщина приходит, когда ей есть время, и ткет килим. И тут же магазин, они тут же продают это все на весь мир. Я был там в мастерской, в подвале цех, красильный цех натуральными красителями. Так они сотнями килограмм там красят. Я смотрю, значит, там и в домах тоже есть эти станки стоят. То есть, когда государство заинтересовано в этой всей штуке, то возможно наладить именно промышленное такое, вот, но в то же время ручное. Так я вот возвращаюсь. 3 международных стандарта. Это первое, это натуральный материал, это натуральная шерсть и все натуральные растительные красители. Это сложнейшие технологии. Но это экологически чистое все, и цветовая гамма не яркая, она сдержанная. Любые цвета можно комбинировать друг с другом. Второй момент. Это сделано на основе традиционного орнамента. Это традиция этого народа. И третий момент. Это сделано вручную. И этот мастер, вот она создала такую комбинацию. Видите, ни одна комбинация не повторяется там цветовая. То есть и эту вещь повторить нельзя, она уникальная. Вот этот стандарт. И, соответственно, цена соответствует этому стандарту. Но у нас нет такого покупателя, так же, как на какую-то очень серьезную картину. У нас нет таких людей, они откуда-то там извне, из того мира, где вот эти вот... В Киеве есть один очень состоятельный человек, он приезжает, у меня вот это все покупает, он родственникам здесь дарит, он крымский татарин, и он вот один из килимов Сабрие Юповой подарил банкиру в Антверпене. Он говорит, тот был счастлив просто, когда увидел вот такое вот произведение искусства ручное. Он использовал его как подарок для очень человека грамотного, высокого. Но я на своем горбу 30 лет вот это несу. Я им крашу эти нитки, достаю все материалы, как-то поддерживаю этих мастеров. К сожалению, они уже пожилые, старые, это уже второе поколение. Первое поколение, они уже ушли по старости. Это второе, они тоже уже старые еле ходят. И что будет завтра, я не знаю. Потому что никакой, даже, я говорю, что у нас даже спроса нет у нас в Крыму на это. У нас нет никакой, ну, как бы, если бы мы в рамках вот этого проекта, где мы объясняем картины, мы бы объясняли, вот, что это такое. Может быть, тогда где-то у людей что-то вот, ну, просвещением, надо заниматься просвещением, потому что люди просто не знают. Это не наша вина, это наша беда. Просто вот такой низкий культурный уровень. Когда я делал выставки в Германии с килимами, они подходят, тычут пальцем и спрашивают, чем я это красил. Потом я, когда познакомился, у них с детского сада обучают красить растения. Вот книжки для детского сада, там для школы, для взрослых, чтобы они разбирались, потому что полно
Там в каждом крупном городе магазины, турецкие ковры, иранские ковры, там вот это там Малайзия, Таиланд, оттуда ковры тоже, то есть со всего мира ковры, и надо разбираться, ты покупаешь, это дорогая вещь. Каждый магазин издает свой альбом, свою книгу, где описывают историю ковров, технологию украшения, все это там вот на таком высоком уровне. И там действительно они понимают, что это такое. У нас кто понимает? Вон турецкий, он уже как бы и дешевле, и красивый тоже, и все его используют. У нас мощнейший конкурент целое государство. А тут я один соревнуюсь с этим государством, с тем государством. Ну, что-то получается. Сайыл достар, сіз де қосыла білесіңіз субетімізге, егер суалеріңіз олса, ебет бұйырыңыз. Көрдім ки, әллеріні көтерген мұсафирлеріміз олды, ләкин бұйырыңыз, Марлен Бей. Ассаляму алейкум. Мамут ага, лично для меня вы выступаете как консолидатор наших ремесленников. Почему? Скажу, вот когда проходила выставка ремесленников в Сарабусе, мне посчастливилось там с Эльдаром Гусейновым познакомиться, с его творчеством, с Рифат ага Куртвелиевым. И они, как один, мне показалось, что вы как наставник их, как руководитель. Еще другие люди, для Верага, Сузимбаша, он мне такую фразу сказал, что вот Мамут ага, я, говорит, так стесняюсь, говорит, свое творчество, ну, то ли показать, то ли выставить на вот такую широкую публику. А вы его пригласили, вы вот их собираете, и вот мы как обыватели знакомимся, видим, и Саулну, что вы вот такой вот консолидатор, и нас знакомите, мы пока, конечно, хорошо не разбираемся, но постепенно, видя вот эту работу, собранную, Саулнс. Сізге çok sağ olunuz, Марлен Бей. Çok sağ olunuz. Анда мына Эльмас ханым суал бермеге istedi. Buyurunuz. Селям алейкум, Ильмас Апазова, ученица Мамут ага. Увлекаюсь войлоком. Хочу сказать, что вы такой есть за счет вашего характера, Мамут ага. Твердого, упертого, целеустремленного. Талантливых людей в нашем народе очень много. Но не все могут показать свой талант. Скажите, пожалуйста, Мамут ага, какие должны быть силы, идеи, как должен консолидироваться народ, чтобы вывести наших скромных, очень скромных, талантливых молодых людей на должный уровень? Вот такой вопрос. И еще я попутно, это параллельно, очень благодарна студии Караденис Продакшн. Действительно, сейчас вот упомянули ярмарку мастеров, которая проводилась в Сарабусе. Это было просто озарение такое, яркие впечатления на всю жизнь. Праздник большой для нашего народа. Хотелось бы повторения этого праздника в этом году. Мы будем очень помогать вашей студии, если такая идея все-таки, и будем поддерживать. Да, Эльдар улыбается. Будем поддерживать. В общем, вопрос по поводу поддержки молодых, талантливых людей. Çok sağ olunuz, Эльмас ханым. Ну, я уже говорил о том буме
предпринимательства, в медицине, в образовании, которое у нас есть. Я думаю, что молодые талантливые, они пробиваются, они должны пробиваться сами, как это всегда во все времена было. Другой вопрос, как сделать, чтобы их стало больше, как надо воспитывать своих детей. Если думать о будущем, нужно начинать со своих детей, воспитание своих детей. Ну, у нас были такие традиции, очень похожие есть у арабов, у японцев, у евреев. До 5 лет у нас ребенка не наказывали. С 5 лет ребенка можно было наказывать. Девочку с 5 до 9 лет, до половой зрелости, могла наказать только мама и ударить только рукой. Мальчика с 5 до 12 наказывали и мама, и папа, и могли палкой, значит, тоже проучить. Но после этого порога верхнего, уже если ребенок провинился, его вели к кадию, к судье. И его судили как взрослого человека за проступок. Значит, дети в сельской местности, они в летнее время работали, их отдавали в семьи знакомых, родственников, где они работали за деньги. То есть не дома, где можно было там как-то простить ему что-то и прочее, и как-то посмотреть слишком мягко, а где-то на стороне. Сегодня есть огромные возможности для развития детей. Каждый ребенок рождается, он не ваш ребенок, у него устройство мозга абсолютно другое. И главная задача, чтобы он нашел вот этот пазл, вставил свой, нашел свое место в этой жизни. Для этого надо развивать самые разные способности ребенка. Там спортивные, технические, художественные. Какие есть возможности сегодня? Язык изучать, но находить хороших преподавателей, потому что сегодня развелось очень много всевозможных учителей и кружков, но не всегда хорошего, доброго качества. Находить хорошего и обучать детей, причем с 5 лет их можно уже принуждать к этому. Принуждать к какому-то дополнительному вот такому занятию, чтобы ребенок потом уже понял, кто он такой, уже более в совершеннолетие обычно приходит уже осознание, что он хочет делать, и он будет готов, и будет совершенно разносторонне уже его мозг подготовлен ко всякой разной деятельности. Потому что, как говорят ученые, то будущее за людьми, которые будут творческими и которые смогут осваивать разные профессии, много переходить с одной профессии на другую. То есть к этому надо готовить вот новые поколения наших детей. Вот это, я считаю, самый важный момент, если мы говорим о будущем. Çok sağ olun Mahmut Ağa. Сегодня было много теплых слов в адрес Karadeniz Production. И всегда у истоков всех наших проектов стоят наши руководители. Да. Я вот как раз таки пригласить хочу. Karadeniz Production студиясының мудирі Эльзара ханым Ислямова ve мудир муавины Лиля ханым Буджурова. Алкышлар, сайгылы достар. Я хочу преподнести этот альбом Лилии Буджуровой. Вот там человек, мотор всей этой организации. Да. Да, я подпишу потом. Да. Когда я только начала читать ваши книжки, мы стали снимать сюжеты о языке наших символов крымско-татарских. На какой-то момент стало очень страшно. Тысячелетиями, столетиями наши женщины изобретали и передавали через своих дочерей, через своих внучек язык народа. А в 1944 году мы могли его потерять. Да, совершенно верно. Мы потерять не просто связь поколений, а потерять язык, на котором народ разговаривал тысячелетия.
Чох сағылыңыз, бинлернен сағылыңыз. Вы опять дали нам этот язык. Мы его знаем и понимаем своих прабабушек, прапрапрабабушек. Мы понимаем, как они берегли семью. Мы понимаем, как они уважали хозяина, мужчину в доме. Как они берегли своих детей оберегами. И я теперь знаю, почему моя бабушка над дверью колючки вешала. До этого я не понимала. Это не просто дорогого стоит. Это бесценный дар, который вы вернули своему народу. Гаспринского называли учителем учителей. Второй ваш дар, что вы воспитали целую плеяду людей, которые поняли этот язык и понесли его своим творчеством. И оно живет, язык живет. То, что сегодня вам сделали подарок, замечательный наш Гусенов подарил, язык говорит, вы можете разговаривать языком орнаментом и понимать друг друга. Но и не только орнамент, все, что остальное, все, что вы сделаете, сколько вокруг учеников. Мы кучу сюжетов снимаем о мастерах прикладного искусства. И я, по-моему, ни одного еще не видела сюжета, ни одного человека, кто бы не упомянул Сағолсун Мамутага. Он мне помог, он мне подсказал. Это второй ваш вклад в нашу жизнь. Не просто в искусство, а в нашу жизнь, в наше возвращение к памяти, к истории, к родине. И поэтому мы эту встречу назвали «Мастер и учитель мастеров». Чох сағылыңыз, Мамутага. Мамутага, сағылыңыз на ваш бесценный труд, что вы нас возвращаете, нас самим себе, за то, что вы возвращаете Крым нам, настоящий крымско-татарский. Еще я хочу сказать, чтобы вы сильно не переживали. Через 1000 лет будут знать, кто тут жил и что тут делал. Потому что мы же тоже в эту лепту вносим, мы же все снимаем. Надеюсь, интернет нас не подведет. И нашим потомкам останется, я надеюсь, все то, что мы сейчас делаем. Сағылыңыз. И еще хотела сказать, что нам нужно обязательно с детей начинать наше воспитание культурное, погружать их в нашу среду. Поэтому Мамутага уже знает, что 30 июня мы организовываем Курбан-байрам для детей и делаем опять-таки большую площадку для наших мастеров, для наших ремесленников, художников, чтобы они могли показать свои работы, свои изделия нашим детям, их родителям. Вот такой у нас рождается семейный праздник. Сағылыңыз. Karadeniz Production studiyasının müdürü Elzara Hanım İslamova ve müdür muavini Lilya Hanım Buджурова. Çok sağ olunuz. Так, возьмите. Беріңіз. Я еще раз благодарю всех, кто нашел время и силы прийти на эту встречу. Да. Когда она закончится, у меня есть немного моих небольших каталогов старых. Кому это будет интересно, я могу подписать их и вам передать. Но количество их ограничено. Çok sağ olun. Sağ olun Mamutağa. Mamutağa, bugün gelgeniz için, suallerimizge cevaplarınızı bergeniz için, gerçekten de siz bizim halkımız için o kadar, bilmeyeyim, onun kıymetini de anlamak pek zordur bizler için. Büyük bir iş yapasınız. Allah sizge sağlık versin. Elleriniz dert görmesin. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olunuz. Hürmetli misafirler, bugün gelgeniz için de çok sağ olunuz. Mamutağa aytkanı gibi, şimdi bu görüşüden son siz lafete bilesiniz, foto resimge düşe bilesiniz. Dikkatiniz için sağ olunuz. Görüşkence.
правда?